Добрый день, дорогие телезрители! Общественная организация АПЕЙПШ-21 в эфире телекомпании Абаза ТВ презентует новый проект. Цикл круглых столов о ярких представителях гражданского общества в разных сферах жизни нашей страны – в медицине, экологии, сельском хозяйстве и многом другом. Сегодня мы будем говорить об образовании и инициативах гражданских активистов разных лет. Что было создано, что успешно востребовано и какой пробел собой заполняют частные инициативы в сфере образования. Сегодня наши гости – директор Сухумского дома юношества Елена Владимировна Кубахия, директор частной школы «Альфа» Фатима Валерьевна Даутия, руководитель IT-школы STEM Дамей Джонуа и создатель учебно-методического центра обучения абхазскому языку Адзых Кама Квициня. Спасибо вам большое за открытость, мы рады вас приветствовать. Каждый из вас работает давно, успешно, вас знают в обществе, вас знают родители, дети. И мне хочется, чтобы вначале вы коротко презентовали каждый свое детище, то, чем вы занимаетесь, и то, как вы к этому пришли. Я считаю логичным начать с СДЮ. Пойдем по старшинству. Елена Владимировна, Сухумский дом юношества, или, как говорят все, кто провел там детство, наш дом, запустился в 1998 году. Расскажите, как, при каких обстоятельствах это стало возможно, какой вообще был тогда контекст в сфере образования в Абхазии и почему получился СДЮ? Ну, вы знаете, это вот был 98 год. На самом деле мы начались гораздо раньше, чем 98 год. Мы начались где-то сразу после войны, 94-й, 95-й. Тогда вот инициативные люди как раз собрались все вместе и решили создать какую-то такую организацию, которая помогала бы людям действительно в эти сложные годы выживать, думая как раз о нашем будущем. На самом деле мы все думали о том, как там будет дальше, чем будут заниматься наши дети, какими они будут, какими надо их вырастить, как их надо воспитывать и так далее и тому подобное. Тогда мы все собрались в Центре гуманитарных программ. И собрались там, естественно, единомышленники. Люди, которые уже где-то работали. Мы уже были все в довольно серьезном возрасте. То есть нам было уже хорошо за 30, некоторым даже и за 40. Но у нас были семьи, у нас были дети. Но мы собрались все вместе и стали думать о том, как мы будем жить дальше. То есть вот эта вот гражданская инициатива, конечно, она проявилась во всей своей полноте именно в деятельности вот тогда этой организации. Кстати, одна из старейших организаций в Абхазии. И еще одна, вот в этот же год появилась, это Центр гражданской инициативы «Человек будущего» Тамаза Кецба или Лытаня. Вот две эти организации появились, чуть позднее появилась еще ассоциация инвосодействия. И как-то мы все вместе вот думали о том, как обустроить наше будущее. Все были ориентированы на будущее, потому что все проекты, о которых мы говорили, они все были развернуты вот как раз в наше будущее, каким мы его сделаем, каким мы его обустроим. Это очень серьезно на самом деле. И вот как-то так получилось, что отпочковалось там такая детско-юношеское какое-то направление в ЦГП. Но мы долго сосуществовали вместе, потом поняли, что мы элементарно не помещаемся, потому что мы собирали детей по разным точкам города Сухум. И в конечном итоге вот мы договорились с мэрией нашего города вот об этом здании, из которого все сбежали до нас на самом деле, потому что условия там были очень не очень благоприятные. Ну, после какого-то ремонта мы начали вот как раз в 98 году, 23 февраля, в жуткий холод. Я помню, просто космический был холод в этих комнатах. Мы начались. Начались как проект, нацеленный на детей, естественно. И мы как раз создавали наш дом для того, чтобы там было уютно, раз, комфортно для детей, два, чтобы они научились учиться и получали от этого радость. И самое главное, чтобы выросли неравнодушными, яркими, интересными людьми, чтобы им было интересно жить. Ну вот так это и началось 26 лет назад. Мы вернемся к тому, как у вас это все получилось. Фатима Валерьевна, расскажите, сколько лет Альфе, при каких обстоятельствах возникла вот эта необходимость в частном общеобразовательном секторе, и как вы решились взвалить вот эту ответственность на свои плечи вот в те далекие годы? Да. Идея создания частной школы меня преследовала, потому что вот так получилось, что
вот 90-е годы, потом до 97-го года я в Москве находилась в аспирантуре и очень серьезно интересовалась теми инновациями, которые вводили в России, в столице. Очень много было образовательных инициатив. Какие-то из них сразу отмирали, какие-то были привлекательные. И вот я очень переживала за то, что вот у нас вход в вуз, Олег Алексеевич сделал все, чтобы дети просто не остались на улице, чтобы вот это обеспечить занятость и так далее. И мы вот негласно, да, имели условия принимать всех, кто к нам придет, то есть без отбора. И на входе мы обнаруживали, что дети не готовы к тому, чтобы брать те знания, которые готов давать вуз, что, конечно, повлияла война, что, конечно, школы находились в жутком состоянии. И вот мы, кстати, я обсудила это с Олегом Алексеевичем, он, по сути, санкционировал это даже своим звонком к министру, тогда был Дбар. И мы решили, я сказала, что я вот хочу создать школу, вот, может быть, мы выйдем на какую-то модель, которая будет интересна потом в будущем. И изначально я бы хотела, чтобы это была школа такая многонациональная, открытая, и вот модель абхазской международной школы вот позиционировала. Ну, открылись мы в частном домике, и так как у нас были такие, было такое желание показать на базе одного класса, да, как можно выйти на 11-летку, вот и вся команда бы работала. Там много инноваций было изначально заложено, но чтобы у детей была перспектива, и когда я поняла, что есть спрос и что это работает, вот пока дети учились полгода там, я взяла разрушенные во время войны объекты и восстановили. Очень тяжело. Это был 2000 год. И уже следующий сентябрь мы находились в трехэтажном здании и сделали этот процесс необратимым. То есть подписали себе приговор на непрерывное существование. Дамей, Стэму скоро 6 лет, я так понимаю, осенью. Представь, что ни мне, ни нашим зрителям вообще ничего не известно о том, что такое STEM Lab, если это возможно в наше время. Что это за проект? Что ты в него закладывал? Какой смысл? И почему ты решил, что такое образование должно быть в современном Сухуме? Ну смотри, когда... Вообще, я думаю, надо небольшую предысторию сказать, как вообще это все возникло. Я работал одно время в Аквафоне, в отделе биллинга, то есть мы занимались частичной разработкой программного обеспечения в том числе. Уволившись оттуда, я создал собственную компанию, которая занималась разработкой там, сайтов, приложений и так далее. И, очевидно, что не так много компаний было в Абхазии, которые этим занимались, и со временем очень много заказов прилетело, и мы не знали, как с этим справляться. Но начали пытаться там набирать людей извне, программистов нет, нигде найти не можем, нанимали из России очень дорого, нестабильно. В итоге пришли к выводу, что надо обучать своих, других вариантов просто нет. Мы дали объявление о том, что вот мы будем обучать программированию, приходите. Люди приходили, но они даже понятия не имели, что такое программирование. Они думали, что это установка программ или что-то такое. То есть у них были совершенно другие цели, приходя к нам. И мы поняли, что все слишком плохо, надо начинать с самого начала, с детей, и вот потихонечку менять все в другую сторону, то есть чтобы технарей в нашей стране становилось больше. Компания, про которую я говорю, из-за того, что у нас сил не хватало, развалилась, но зато появилась школа. Да. Вот. Эта школа была там 10 компьютеров, да, там 4 преподавателя, 4 предмета. Ее проспонсировал нам Беслан Родионович Агарба.
Вот. И вот мы за очень короткий промежуток времени собрали огромное количество детей, желающих, и это нам показало, что спрос на это есть. По крайней мере, дети понимают, что это такое, дети хотят учиться, и у них получается. Дальше вопрос за масштабированием был, и уже вот на текущий момент это 20... Ага, окей. Кама, ты взвалила на себя огромный пласт по внедрению, изучению, погружению, методикам изучения абхазского языка. Из каких твоих стремлений и пробелов, да, скажем прямо, возник отзыв? Ну да, все же очевидно, все возникает из пробелов. И очень часто все начинается со своих детей, да, Елена Владимировна? Мои дети заговорили на абхазском языке, это первый их язык, да, раньше, чем на всех остальных. И когда они еще были маленькие, дошкольного возраста, мы сталкивались с такой парадоксальной ситуацией, когда я на детской площадке, где-то в городе, среди людей говорила с ними на абхазском, на том, который они понимают, в прямом смысле, это больше 8-9 лет назад, я чувствовала, что люди удивленно на нас оглядываются, когда-то приятно удивленно. Я до этого не понимала эту проблему вот так изнутри. Я поняла, что абхазский язык для, как минимум, современного абхазского города, он вообще какой-то чужой и странный. И когда пришло время уже идти в детский сад, и старшая пошла, все эти пробелы, о них можно говорить бесконечно, а лучше не говорить, потому что уже бессмысленно. Они собрались, то, что в системе дошкольного образования там, и всего остального, то, что у нас в обществе. А поскольку опыт создания организации у меня был немаленький, я решила, почему нет. И вот Елена Владимировна говорит 23 февраля, а мы 1 декабря в разгар карантина. До этого был год, когда я искала ресурсы для того, чтобы что-то подобное открыть. Но я вам признаюсь, я через пару лет, даже через год уже поняла, что я вообще ничего в этом не понимала. И слава богу, что я ничего не понимала в этом, потому что когда ты не обременен определенными представлениями, как надо, ты можешь импровизировать. Вот мы начали импровизацию с группы в 12 человек. Кстати, Домей был один из первых наших родителей. Да, в помещении, которое через 2 месяца мы уже должны были освободить. Мы изначально обратились к тем методистам, которые были на тот момент. И по разным объективным, субъективным причинам поняли, что нам нужно искать самим методику, обучаться самим. И в течение года наша экспериментальная группа в 12 человек превратилась в потенциально очень большой запрос на обучение детей абхазскому, потому что мы не просто обучали абхазскому, мы там с детьми общались. И мы детям давали не знание абхазского языка, а свое внимание. И очень много наблюдали за детьми. То есть мы смотрели на то, что делаем мы, и на то, как отзывается это в детях. Как я понимаю, каждый из вас стартовал с какой-то поддержкой, хотя бы минимальной. И я хочу, чтобы вы рассказали про этих людей, про эти организации. Елена Владимировна, почти 30 лет, да, СДЮ. Я понимаю, что было много друзей, было много проектов. Вот кого бы вы обозначили, без кого бы СДЮ не существовало, и кто эти люди, организации, которые поддерживали какие-то основные, важные для вас вещи? Было бы несправедливо не назвать первых людей, которые нам помогли. Да, у нас получился, мы написали проект и неожиданно его выиграли. То есть мы не знали, что с этим делать тогда вообще. И даже сподвигло меня на визит к первому лицу нашего государства, так сказать, потому что мы не знали вообще, как начинать взаимодействовать с международными организациями и так далее. И это была организация АМКОР, это такая организация по поддержке населения. И 3 года мы существовали в рамках такого большого проекта. Мы многому научились, честно.
очень многому, ну, от элементарного дела производства и вообще от каких-то азов, как вести, да, дело и как вообще заниматься детьми, до каких-то вот очень важных методик, которым мы обучились тоже в контексте, вот в рамках вот этого вот проекта. А после него, вот через 3 года, мы обрели, когда уже свое лицо, у нас появились крылья, мы действительно поняли, что мы что-то значим, что мы можем что-то предложить нашим детям. Мы зарегистрировались уже как местная общественная организация, некоммерческая организация. Все тогда, всего 2 формы юридические существовало, мы зарегистрировались как фонд. И до сих пор мы называемся фонд, там Сухумский дом юношества, хотя мы фонд, по большому счету, ну, человеческих ресурсов. В этом смысле, да, мы, конечно, фонд. И вот сейчас мы очень активно взаимодействуем с детским фондом ООН. Это ЮНИСЕФ, и один проект у нас еще вообще очень долго идет. И такие точечные проекты с разными организациями. Ну, хочу сказать, что это была поддержка и международная, и местная, что самое интересное. Пожалуй, наша организация одна из первых, которая стала пользоваться поддержкой местных доноров. Нам это так нравилось, потому что появился Аквафон, появился Амобайл, появились люди, даже частные лица, которые нам помогали. Вообще самыми первыми, я сейчас вспоминаю, в 2000 году нам помогли люди, которые нас обеспечили в лагере. Мы тогда решили, замахнулись на летний лагерь в горах, и нам помогли люди просто хлебом. Просто подвезли в лагерь хлеб, кто-то еще что-то. Это были первые ростки вот этой благотворительности здесь. И мы понимали, что этот институт как бы следует развивать, эту культуру следует развивать. И она достаточно сегодня, мне кажется, уже становится на ноги, эта культура благотворительности. Сегодня нам тоже помогают местные доноры, нам люди помогают, нам агентство «Премиум» помогает уже много лет. Просто так люди вкладываются, понимая, что это очень важное вложение в детей. А значит, в будущее, пользуясь случаем, сказать спасибо и партнерам нашим, которые нам помогали поддержкой, даже не обязательно материально. Просто эти люди всегда стояли рядом в виде вот организации, и АЖА, и ЦГП, само собой, мы как-то вот как из шинели все вышли оттуда. И вот Ассоциация инвасодействия, много очень организаций, и сейчас по всей Абхазии много организаций некоммерческих, которые занимаются и образовательными проектами в том числе. Поскольку мы сегодня говорим об образовании, будем, наверное, об этом говорить, но их очень много. И Вообще, очень честно разных. сказать, что мы приглашали представителей ЮНИСЕФ, мы их помним, мы их уважаем, и Рустама Анджба мы приглашали, у него, к сожалению, не получилось. ЮНИСЕФ действительно очень много делает в сфере образования, жаль, что они сегодня сами не могут себя представить. Дамей, ты запускался изначально при поддержке абхазского мецената и конкретного фонда Амшра, которым руководит Беслан Родионович. Расскажи, как вот этот ваш коннект произошел и кому ты обращался потом на своем пути? Я расскажу, да, как это было. Смотри, мы местную команду собрали и поехали на хакатон в Беларусь. Если знаете, что такое хакатон, это, в общем, это такое место, где собираются программисты, дизайнеры и там предприниматели, и за 48 часов нужно придумать какую-то идею и реализовать прототип этой идеи для того, чтобы продать этим предпринимателям саму идею и концепцию. Вот. И мы заняли там 3-е место, такие все счастливые, вернулись. Но пока мы там находились, мы все это время находились в здании парка высоких технологий образовательного центра. И перезнакомились там с руководством и там с преподавателями. И вот эта идея начала бродить, да, там в моей голове, что, блин, как у них все круто устроено, надо бы попробовать что-то такое реализовать в Абхазии. По приезду я ребятам, с тем, кто со мной поехал, сказал: ребята, хотели бы вы что-то такое? Они говорят: да, классно было бы. И я решил написать проект. Вот, естественно, это было для меня тоже в новинку. Мне было тяжело этот проект писать, я понятия не имел, как это все делается. Это все было сложно, но тем не менее мой проект прошел, меня поддержали. Буквально за 1,5-2 месяца эта школа из бумаги превратилась в настоящую, и весь этот процесс начался. Потом в дальнейшем нас уже, помимо Амшры, поддерживал уже и Аквафон,
и были просто частные лица, которые тоже помогали. Потом у меня появился там партнер, который помог мне масштабировать школу. Да, и вот на текущий момент мы в основном с Эплофоном партнер. Фатима Валерьевна, как осуществлялась поддержка Альфы? Была ли она в какой-то форме? К кому вы обращались в то время или, может, позже уже по пути своей работы вы обращались за помощью? Я хочу сказать, что прежде чем открыть эту школу, мы познакомились со Светланой Родионовной в Москве, когда она обходила там раненых. У меня брат лежал в Бурденко, и вот с тех пор мы поддерживали отношения. Когда я решила открыть школу, я понимала, что у меня будет огромное сопротивление даже среди образовательного сообщества. Ну и, конечно, был и протест населения, потому что школа планировалась вестись на самофинансирование, значит, она платная, да, и на фоне того, что люди так тяжело жили, выживали, было сложно выйти на понимание общества, что такая альтернатива школам государственным тоже нужна. И вот меня совершенно потрясло, вот, да, что когда я сказала, что вот мы хотели бы открыть школу, и так как мы ее комплектуем с 1 класса и из дошкольного отделения, вот мы бы хотели, чтобы это была как школа-лаборатория, используя средства родителей, чтобы мы могли что-то выдавать и делать какие-то обновления, которые не требуют глобальных изменений, но при этом, чтобы учителя получили возможность обобщать педагогический опыт. Конечно, она поддержала эту идею, то, что я пригласила ее в попечительство, и она патронировала школу. Но школа со дня основания финансировалась только родителями. Единственное, что я не могу не сказать, что вот были такие моменты, когда школе было тяжело. Я со дня основания сделала так, чтобы в школу попали дети тех ребят, которые погибли во время войны, но их как раз вот открытие школы совпадало с тем, что их дети шли в 1 класс. И вот мы таких детей приняли в первый же год, то есть у нас было 44 ребенка, из них 24 было дети погибших во время войны и дети, которые остались на попечении там, у своих родных и так далее. То есть практически вот их я поддерживала за счет того, что я с этой школы ничего не имела. И, естественно, вот мое вот такое отношение к этому вопросу порождало, что вот были такие моменты, когда был кризис у школы, там Ника Ачева помогала очень, несколько раз. Вот, конечно, это какая-то проектная деятельность, которая требовала финансирования. Например, поддержать 1-2 детей и так далее, да, вот в финансировании. Потом вот сами родители, если они что-то такое видели, если у них есть какой-то ресурс. Вот у меня очень долгое время был Данила родителем. Вот я помню, что там что-то в актовом зале не хватало или что-то. Вот то, что он видел, и что ему было не тяжело, он вот помогал. Окончательный толчок к тому, чтобы я реализовала его, я получила в лагере по конфликтологии. Помните, когда нас набирали тренерами, и я получила возможность быть в одном проекте по линии ЦГП. Я вам не могу передать, вот я завидовала всем, кто, по-хорошему, всем, кто управлял этим проектом, кто создал его, потому что я подумала, что если вот так вот международные организации обучают людей, так быстро перестраиваешься, такая появляется энергетика, мотивация. Мне очень хочется, вот, чтобы все люди, которые работали в системе НПО, они просто начали работать в системе нашего государства. В смысле в управлении и так далее, потому что вот эти формы работы с людьми и формы быстрого переобучения людей, они очень важны сейчас. Кама, кто поддержал тебя с Адзыхом?
Поддержал ли тебя с ним кто-то? Было ли это как проект, или ты решила, что вот ты справишься совсем сама? И кто друзья Дзыха сегодня? Да, Дзых невозможно было создать без поддержки. Стартануть, да, нужны были ресурсы, хотя совершенно не такие большие. И год у меня ушел на то, чтобы эта идея у кого-то еще откликнулась. Наш старт был связан с поддержкой Всемирного Абхазо-Базинского конгресса. У нас с ними был совместный проект «Родительский клуб», который я организовывала. И в финише деятельности родительского клуба была такая идея вот запустить проект, связанный с детьми. Поддержка заключалась в том, что мы приобрели необходимый инвентарь, книги, мы купили очень много книг и всевозможные развивающие пособия. Кстати говоря, первая мебель в нашем детском центре, это была мебель нашего предыдущего проекта для детей в Керазе. То есть, по сути, это ресурсы Кераза, в котором я являюсь соучредителем, и вот такая небольшая финансовая поддержка Абхазо-Базинского конгресса, и мы просто встали в эту воду. Но самые большие сложности всегда на протяжении всего времени были связаны с отсутствием помещения. Мы кочевали, постоянно кочевали, мы постоянно что-то ремонтировали, причем не свое, да. И 2 раза мы совершенно четко стояли перед вопросом совершенно закрытия вот всего проекта. И в один из таких моментов мы просто бросили клич. Я даже не знаю, как это выглядело со стороны, но вот так не хотелось, почувствовав вкус того, что получается по-другому, вот это все выпускать в воду. Мы просто вот воззвали во всеуслышание, и несколько организаций такими небольшими там суммами, в масштабах, как говорится, того, что было необходимо, но там супермаркет Сухум, Кибитбанк, Модатекс. Вот 3 организации, которые выделили несколько десятков тысяч. Нам нужно было закрыть долги. У нас были очень большие долги, потому что мы постоянно обучали педагогов, и этот процесс невозможно было прервать. И потом уже, да, у нас эти группы, они все, естественно, были на обеспечении родителей, и в принципе только потому, что родители нам поверили, там вот эти наши первоначальные вложения, это было очень смешно, мы несли все из дома, и мои дети говорили: мама, это же наше, когда приходили в Адзых. Это вот достаточно естественный такой процесс, правда, Елена Владимировна? Мы обустраивали вот как свой второй дом. Но всей этой истории не суждено было развиться в том масштабе, в котором мы это видели. Мы готовились мы искали просторное помещение, планировали там привлечь даже заемные средства, потому что у нас педагоги в течение года прошли такую очень интересную программу дошкольного образования предметом пространственная развивающая среда. И она меня так вдохновляла, мне хотелось, я готова была, если бы у меня были личные средства, наверное, я бы потратила на это все, но вот действительность заставила все это приостановить, и для того, чтобы не закрыться, мы разделили сферы деятельности с командой, у нас была уже очень большая команда, и не закрыться. Вот, наверное, главная организация на сегодняшний день, благодаря которой и образовательные центры сохранились, и они работают, теперь их развивают первые участники нашей команды, но появился еще и учебно-методический центр, это Государственный комитет по репатриации, фонд репатриации. Это люди, которые просто достали нас утопающими из воды, и вот второй год мы реализуем с ними общий проект, мы просто вкладываемся в него всеми силами, потому что благодарны за вот
этот вклад и возможность дальше работать. И, конечно, вот сколько бы, ну, по примеру там, этой деятельности, да, в Абхазии, я сегодня понимаю, что частная школа, вот, Фатима, вы говорили про свой опыт, частная школа – это не проблема человека, который это придумал, да, что типа вот кто-то придумал частную школу, развивайте ее как хотите. Любые частные совместные образовательные инициативы, они обязаны поддерживаться государством. И во всех остальных случаях, если нет поддержки, это все обречено либо на такое сложное существование и постоянное вот выкручивание из того положения, в котором ты находишься. Кого-то еще государство поддерживало? У СДЮ были совместные какие-то проекты? Вы знаете, в разные годы были просто разные уровни поддержки. То есть были времена, когда мы в хорошем партнерстве выступали вместе с государственными институтами, взаимодействовали с Министерством образования и так далее. Но были времена и другие, к сожалению, когда либо вообще никаких контактов, либо такие чисто номинальные. То есть иногда вдруг узнаешь, что где-то какая-то там встреча происходит по тем проблемам, которыми занимаешься, и ты, в общем-то, ты это понимаешь. Но вот как-то в параллельной такой реальности. Очень явно игнорировали. Довольно часто такое случалось. При этом у вас на базе СДЮ тренинги для учителей проводились, У нас как я помню, у первое тоже время учили учителей компьютерной грамотности. Первое время нам удавалось и очень неплохо готовить учителей, потому что мы понимали для государственных школ, и мне кажется, очень многие до сих пор работают, пользуясь тем ресурсом, который они получили тогда. Мне кажется, что очень часто, к сожалению, сейчас, я просто помню времена, когда слово «интерактив» воспринималось как ругательное слово. Но это было 20 с чем-то лет, 30, ну почти, да, вот 26-27 лет назад, ну просто не воспринималось вообще в государственных структурах никак. Сейчас с придыханием и с нежностью говорим о том, что это вот такие методики, которые работают. Мне очень обидно, очень жаль, что... Ну, к сожалению, все эти годы превращаются в годы упущенных каких-то возможностей. Мы могли бы оказаться сейчас вообще совершенно на другом месте в плане образования, в плане эффективного образования, да, потому что надо об этом думать всегда. И понимаем, что бывают времена благоприятные и не очень благоприятные. Но все-таки вот когда государство и власть хорошо понимают, что нужно взаимодействовать и с частными инициативами, которые появляются так или иначе, они же появляются все равно. Да, люди, профессионалы работают здесь, люди, которые понимают, что они делают и так далее. Эта инициатива часто поддерживается. Есть общественная инициатива, есть частная инициатива. Мне кажется, только в партнерстве можно действительно сдвинуть вот эту вот глыбу, махину, такую стагнирующую сегодня, к сожалению. Потому что вот образование, в принципе, конечно, можно разделить на какие-то там сегменты. Мы сейчас больше заинтересованы, я имею в виду государственная политика как бы в плане образования, на процессе сосредоточена. Вот как идет процесс, расписание, школа функционирует, ходят, не ходят, учителя, если все. А нам надо двигаться в сторону качества, конечно, потому что мы понимаем, что вот если не качественное образование, то мы просто наплачемся в будущем, да? На ум приходит одна чудесная цитата. Вам кажется, что образование – это дорого? Подумайте, во сколько вам обойдется его отсутствие. Давайте перейдем на хорошую тему. Я хочу перейти на хорошую тему и поговорить про то, где вы находитесь сейчас. Почему я считаю это хорошей темой? Потому что это 4 успешных, востребованных проекта. В STEM запись закрывается за 10 минут на какие-то курсы. В СДЮ живая очередь из родителей стоит с 5 утра. Мы все это знаем. Дамей, расскажи про то, что такое STEM сегодня, где вы, сколько у вас компьютеров, сколько у вас детей, сколько у вас курсов и куда ты стремишься уже сейчас? STEM Lab сегодня это 2 филиала, то есть Сухумский и Гагарский. Кстати, я про Гагарский не говорил тоже, что
Гагарский был открыт при спонсировании Олегом Сасовича Барциц. Тоже вот человек пришел, услышал, что вот мы существуем, говорит, да я хотел бы, чтобы в нашем районе тоже что-то такое было. И вот тоже за буквально очень короткий промежуток времени это случилось, чему я несказанно рад. Вот. За все это время у нас обучилось порядка 3500 детей. Это 20 плюс курсов, сейчас точно цифру не скажу. Это 44 преподавателя. Вот, ну, на текущий момент... Сколько одновременно у тебя в стаменте? Одновременно всегда по-разному, это зависит от сезона. Но самый максимальный набор был у нас около 500 человек за раз. А так вот в целом, ну, в среднем это где-то 200... 250, 300, ну вот по-разному. Лена Владимировна, что сегодня происходит в СДЮ? Какие ваши главные проекты, какие ваши вечные проекты и какие ваши новые проекты? Вечный наш проект – это сам Сухумский дом юношества. Мы редкая организация, которая внутри себя имеет тут своих бенефициантов. Иногда бывают бенефицианты отдельно, а тут администрация отдельно и так далее. Мы всегда вместе, мы дышим одним воздухом, мы живем одной жизнью, и нам становится грустно, когда у нас какие-то паузы случаются, там малыши уходят, приходят другие и так далее. Жизнь бурная, все та же. Что меня радует сегодня? Даже не то, что мы, наверное, продолжимся, как я надеюсь на это, но меня радует то, что сегодня появилось много организаций, которые занимаются детьми. Чего невозможно было сказать еще лет 10 назад. Потому что когда мы появились, я всегда мечтала, мы уйдем в какую-то методическую такую сферу, мы будем заниматься методиками, апробацией новых методик, превратимся в такой вот центр, где можно будет действительно пробовать разные вещи и адаптировать их к условиям Абхазии. Но никто не появился тогда. Вообще была пустошь, да, пустыня, потому что это довольно сложно. Вообще с детьми работать сложно. Организаций не было практически никаких. Летом у нас просто трещали стены, потому что некуда было деваться детям вообще. Но сейчас, если утром прийти, тоже не сильно изменилась картина. Это лето, да. Но я сегодня понимаю, что у нас детей в группах меньше, оптимальное количество, но их меньше, чем потому что появились организации. Слава богу, они появились разные. В основном коммерческие, но есть и некоммерческие организации, что радует особенно. Но во всяком случае есть выбор. У детей, у их родителей есть сегодня выбор. Это радует. А что касается Дома юношества, будем жить дальше, будем пробовать новые методики, будем дружить со всеми, кто занимается детьми. Мне кажется, у нас получается, мы иногда пересекаемся, иногда взаимодействуем. И вот это очень важное партнерство. Хочется добавить партнерство в виде государственных каких-то структур, которые ответственны за образование. Потому что мы почему-то себя чувствуем ответственными за какие-то сегменты в сфере образования. Вот эту ответственность, да, действительно хочется и разделить. Просто действительно не существовать в параллельных реальностях, а действительно взаимодействовать в настоящем истинном партнерстве. Я убеждена, что там просто фантастические вещи можно сделать в Абхазии. Просто. Фатима Валерьевна, что нового в Альфе, что старого в Альфе? Как у вас сейчас дела? Сколько у вас деток? Я знаю, что у вас сейчас лагерь проходит такой очень популярный. Мы сотрудничали с фондом абхазского языка и смогли перевести учебник по Петерсон по математике. До 2 класса потом Хагуш прекратил возглавлять этот проект, Батал Антипович, и у нас как-то это продолжение не получило. Но вот все-таки приходят, мне кажется, времена, когда государству нужны люди, которые знают, что и как можно делать. Потому что вот образование – это такая сфера, которая постоянно требует ответа, чему учить, как учить и в каких условиях. И знать это могут быть, да, вот я так понимаю, что вот здесь собрались эксперты, те, которые попробовали на пустом месте что-то создать. На пустом. Вот повторить нас уже можно.
А вот когда мы начинали, вот 22 года назад, извините меня, вот да, я вот вспоминаю те времена, я зашла в разрушенное здание, 90% износа. Я вообще не могу понять, как я посмела, я сегодня не могу однокомнатную квартиру отремонтировать себе, да? А вот как я вообще посмела вот взяться за Расскажите такое просто, дело? куда вы сегодня заходите? Сколько Вот. там А детей? сейчас сколько у нас классов? трехэтажное дело. Кстати, строилась я в кредит, мне никто одолжения не делал, и все это выплачивалось. То есть я до сегодняшнего дня все отдаю. Я ничего не получила с этого проекта, кроме удовольствия, что я занимаюсь тем, что я влияю на какие-то процессы внутри своей структуры. И у меня есть ответы на какие-то вопросы, если кто-то задастся когда-нибудь, да, у нас есть опыт, который может быть полезен государству. Вот сейчас у нас уже несколько лет мы работаем с Лилией Мухаммедшиной по сингапурским приемам, по внедрению их. Даже в моих условиях, да, насколько важно сопровождение. Вы представляете, сколько внимания нужно будет учителям, да, когда вот если они захотят перестраиваться, если они хотят адаптироваться под потребности детей, дети же другие. Сколько классов сейчас в Разговаривать Ярке? с ними нужно по-другому. Классов у нас вот в последние годы пошли параллели, вот, но у нас классы малокомплектные, не более 14 детей. А изначально школа комплектовалась с 1 класса. То есть первый выпуск мы получили через 10 лет. Я набор делала в 1 и 2 класс. То есть я могла сразу завести в школу во все 3 этажа, мы получили бы, но очень хотелось получить чистый результат и не превратиться в обычную школу, а вот все-таки идти своим путем и сохранить вот эту атмосферу камерности, домашности, вот как вы любите говорить, Елена Владимировна, теплоты, теплая школа, да, то есть мы точно знаем, что те, кто там с нами учатся, они находятся как дома. А вот по проекту, вот по поводу того, что сейчас идет, кстати, проект при полной финансовой поддержке государства в лице Фонда социального страхования и труда, они уже 2-й год финансируют мою заявку на лагерь с погружением в абхазский язык. И каждый раз у нас там происходят какие-то инновации. В этом году мы решили разбавить наше неговорящее сухумское население на абхазском языке в виде вот детьми из региона в Абхазии. Вот 55 человек, они имеют возможность участвовать в этом лагере с регионов, но там условие, что они активные носители абхазского языка, и вот мы создаем, вот вместе с ними усиливаем возможность. 1-я, 4-я школа очень хорошо говорит на абхазском, дети реально говорящие. В 10-й школе есть, да, там 15-я школа, но в основном все язык в пассиве. Вот сейчас Кама нам расскажет, чем сегодня занимается Адзых, во что он вырос, во что вы отделились и как сегодня вы функционируете, какие основные проекты вы реализовываете. Да, мы прошли путь, получается, от класса языкового погружения, дошкольной группы, скорее сказать. И сегодня Адзых — это учебно-методический центр, автономная некоммерческая организация. Что мы получили вот в результате этих 3,5 лет? У нас созданы теперь уже партнеры, это партнерские организации, частные, 3 в Сухуме, и 2 в Гагре и Пицунде. То есть это 5 таких полноценных центров, которые уже развивают наши вот коллеги. И один из центров такой для самых маленьких это центр развития малышей, который является собственностью организации Керас. Поскольку с нее все начиналось, мы вот одну из наших
локации. Это вот домик такой у нас прекрасный в старой части города. Это теперь вот собственность нашей организации. Я, кстати, хочу рассказать интересный опыт. В прошлом году мы в Кирасе реализовали проект, когда небольшие средства, которые вот получалось сэкономить вот от деятельности этого дошкольного образовательного, вернее, учреждения развития, мы в селе Пакуащ организовали внедрение методики интенсивного обучения для детей, которые даже вот в старших классах очень плохо читали. Наша методист, которая проходила вот эти казахские обучения, она сама по себе методист с большим стажем, она в течение 3 месяцев ездила в Пакуащ. Нам помогали разные организации с тем, чтобы педагога туда повезти, приехать. Я несколько раз с ней ездила. Мы отобрали деток, которые очень слабо читали. И, ну, чтобы вы понимали, ну, там же на абхазском языке все достаточно хорошо говорят, но чтение у них и на абхазском, и на русском было очень слабое. И это было несколько десятков детей в сельской школе. Вот в течение года педагоги работали с этим, обучились. Две молодые прекрасные учительницы обучились этой методике. Они весь год работали под сопровождением методиста. И мы за год очень подтянули вот этих сельских ребят, которые очень неуверенно себя чувствовали в обучении из-за вот этого, ну, не сформированного навыка, да, который еще в начальной школе должен сформироваться. И вообще вот идея развивать где-то платное образовательное пространство для того, чтобы за счет его развития внедрять бесплатные проекты в регионах, это та идея, которую мы, надеюсь, реализуем, когда у нас пройдут немножко дикие времена нынешние, и будет действительно понимание не только со стороны государства, у нас и в обществе понимание важности образования, оно пока не такое, какое должно быть. Это вот то, что у нас есть сейчас, да, учебно-методический центр, и вот от Гагры до, пока, к сожалению, Сколько только детей до всего Сухума. в Дзефир, можешь сказать? Мне очень сложно сказать, но я думаю, что больше 300. И то, что произошло буквально вот в течение 2 последних месяцев, мы открыли онлайн-школу абхазского языка, и она очень востребована, но у нас в этой онлайн-школе абхазского языка у нас сейчас пока спрос на изучение языка больше, чем мы можем предложить, потому что у нас на обучение одного педагога уходит несколько месяцев. И это то, чем я вот сейчас занимаюсь активно. То есть мы работаем над методикой, мы создали в прошлом году 3 учебника, в этом году мы их дорабатываем. Это учебник для взрослых по вот совершенно таким вот современным, оксфордским, скажем так, принципам. Это учебные материалы, по которым мы, в принципе, преподаем и в рамках проекта обучения репатриантов, и в рамках онлайн-школы. И учебники для деток, они сейчас активно апробируются в Гагре, очень удобно работать. Все то время, что мы работали раньше, 3,5 года, наши педагоги должны были, ну, просто вот и чтец, и жнец, вот и преподавать, и обучаться, и создавать учебные материалы. Сейчас это намного проще, но впереди работы просто непочатый край. И я всегда говорю, что не то, что мы же, ну, мы новички, можно сказать, вот в вопросах там, методики абхазского языка и так далее. Ну, что такое 3 года, да, вот нашему независимому государству 30 лет, огромное количество людей этим занималось и занимается, ну, сейчас, может, не огромное, но немало. И надо еще столько же. Это очень большая сфера, и там никакой один учебно-методический центр, частный, получастный или какой-то еще, это работа даже не нашего общества внутри государства, это работа всего нашего миллионного этноса, который разбросан по миру. И мы в рамках онлайн-школы очень рассчитываем объединить абхазов и всех, кто себя причисляет так или иначе к абхазам, именно на базе того, что наша онлайн-школа станет не просто вот прийти поучиться и там что-то сказать, а именно площадкой для такой глобальной коммуникации. И вот такие у нас планы.
Давайте в конце попробуем вот очень коротко, предположив, что нас смотрят, слушают и, главное, услышат те люди, к которым мы часто сегодня обращались в той или иной форме, да, это чиновники от образования, это, в принципе, государство, принимающее решения, ответить на вопрос, что делать и что поменять. Вот буквально в минуту давайте попробуем сформулировать, что действительно, реально вот сейчас возможно сделать. Я думаю, Елена Владимировна может взять на себя ответственность быть первой. Хорошо. Я просто думаю о том, что вот мы каждые 25-летие наше, мы разбор полета устроили, что в начале каких процессов мы оказались, например, да, вот Дом юношества, только одна организация. Просто на опыте нашей организации. Мы поняли, что, конечно, даже одна организация и какая-то частная инициатива, оказывается, очень много могут сделать. Ну, например, мы были в начале летнего лагеря в горах. Никто на это не посягал, это было очень страшно, прям сразу скажу, когда мы это начинали. Но мы это сделали, потому что вот когда инициатива подкрепляется поддержкой какой-то и материальными ресурсами в том числе, тогда что-то получается. И это было, да, в 2000 году, когда мы первый лагерь сделали. Вот посчитайте, да, сколько времени. Мы были в начале каких-то детских шоу, например. Сегодня это делают другие организации. Мне кажется, вот этот путь, по которому мы должны идти. То есть вот, кто-то это начинает, а потом это продолжается, потому что кто-то принимает эстафету. Сейчас огромное количество детских праздников, детских шоу, тогда мы были единственные вообще, которые вот 200 человек выводили на сцену бедного тогда русского театра, потому что можете себе представить 200 человек на сцене. И вот, слава богу, там не было тогда еще ремонта. И, в общем, мы там обитали какое-то время. Мы были в начале каких-то детских маршей, праздников, каких-то станций, сделали станции, остановки творческие, креативные и так далее. Мы первыми с планшетами когда-то вышли на площадь у драмтеатра и устроили там рисунки на асфальте. Этого тоже не было когда-то. То есть вот мы понимаем, что кто-то должен быть вот за нами, да, кто подхватит эту инициативу. И когда есть добрая воля государства, когда есть люди в государстве, которые понимают, что вот эти совместные усилия принесут плоды, тогда обязательно что-то получится. Потому что вот сейчас мы понимаем, что через 26 лет, так сказать, нашего существования мы снова возвращаемся к истокам. Мы понимаем, что какие-то вещи надо повторять. Вот этот путь взаимодействия, взаимоподдержки, когда ты видишь инициативу, ты ее поддерживаешь, когда ты видишь общественную инициативу, ты тоже рядом стоишь, смотришь вообще, в какую сторону это двигается. Вот это тот самый путь, на самом деле, который действительно надо продолжать. Дамей, что делать сегодня государство в сфере образования? Я так сказал, что никому не понравится. По твоей версии у нас свобода слова, цензуры у нас нету. Что делать, то есть что самое плохое, пробельное, провальное, и что с этим сделать? На мой взгляд, точка невозврата уже пройдена. Очень тяжело уже что-то исправить, потому что очень много уже упущено. Не знаю, мне так кажется, я могу ошибаться. Сейчас мир меняется просто с колоссальной скоростью. То, чему мы учились, то, чему мы сейчас учимся, даже то, чему сейчас мы учим, я имею в виду в нашей школе, да, IT и все такое, это уже устарело, это уже то, что завтра уйдет на свалку и появляются новые профессии. Они совершенно отличаются от тех, которые мы знаем. Там совершенно другие требования к людям, там вообще другие знания нужны. И наша система образования никак не сможет, на мой взгляд, так быстро трансформироваться. Я не знаю, что должно произойти, чтобы вот это вот все изменение мгновенно произошло. А времени нет. Времени вообще нет. Я думаю, через 5 лет мы этот мир вообще не узнаем, он будет совершенно другой. Прежде всего, это связано с появлением мощного искусственного интеллекта, который сегодня вообще меняет игру. Да? То есть те страны, в которых искусственный интеллект будет применен в той или иной области, они будут лидировать, все остальные будут отставшими, и независимо от того, какая у тебя экономика или еще что-то. Я пример элементарный приведу, почему это так. Представьте себе, сегодня есть, например, может кто-то уже слышал, такие языковые модели, искусственный интеллект, да, называется ChatGPT. То есть это, по сути,
такой искусственный интеллект, с которым можно вести диалог, да, там он уже может там, писать тексты, ну, какие-то вещи элементарные может. Завтра эта штука сможет заменить каких-то людей, да, в каких-то профессиях. Вот представьте себе, как, вот, ну, допустим, у меня есть компания, в которой я плачу зарплаты людям, а их можно было бы заменить искусственным интеллектом за гораздо меньшие траты. У искусственного интеллекта нет перепадов настроения, нет свадеб, похорон и так далее. То есть бизнес заставит это сделать. То есть, ну, я к тому, что все равно бизнес, он так устроен, что, ну, он будет свою выгоду искать и заменять людей на искусственный интеллект. И только те люди, которые смогут в тандеме с искусственным интеллектом работать, только они будут востребованы. Все остальные, скорее всего, будут терять работу. А мы даже не подобрались к тому, что такое компьютер и как пользоваться мышкой, да, то есть как создать вордовский где файл. там искусственный интеллект, где мы. Ну, я к тому, что огромные пробелы, которые нужно возмещать, ну, надо бить тревогу. Я не знаю, как по-другому это донести. Честно, вот если меня спросить, я уже считаю, что это уже невозможно. Ну, то есть я считаю, что точка невозврата пройдена, и наши дети, скорее всего, ну, у них будет тяжелая жизнь, я так считаю. Дима, как считаете вы, что сегодня еще может сделать государство? Может ли что-то? Что, во-первых, государство должно поддерживать любую инициативу образовательную. Во-вторых, оно действительно должно закладывать изначально проектную деятельность исходя из той концепции развития образования, которая она есть, объявлять конкурс на исполнение тех или иных заказов государства. И неважно, кто исполняет, важно то, что заложены деньги, государство считает, что это нужно и должно быть, и они выбирают на конкурсной основе исполнителя. И это должно начать работать. И это очень быстро в разных точках заведет людей, потому что они, во-первых, будут востребованы, во-вторых, будут учиться сами, вот, и создавая что-то, они будут расти и работать на развитие. Вот есть режим функционирования школ, есть режим развития. Вот каждую школу нужно поставить в условия, когда она на фоне функционирования должна проявлять или писать программу развития. Выделить каждой школе тот миллион или сколько в году, да, где вот выполняются какие-то точечные вещи, которые улучшают микроклимат в школе. Есть вещи, которые не требуют больших вложений. Вот как это так, вот, допустим, вот эти сингапурские приемы, они так называются, но на самом деле это инструментарий для работы с любым содержанием, которое есть. Они не лезут в наше содержание, они лезут в форму и в способы подачи. Как можно не найти в государстве 5 миллионов, чтобы переобучить все государство, ну, по работе с этими приемами. Ну, я имею в виду образовательное сообщество. Вот обращались с инициативой. Оно здесь останется, неважно, кто это. Причем прекрасно это подается, прекрасно сопровождается, готовы выйти на индивидуальную форму работы. Я просто знаю, как это работает, и это действительно совершенно меняет урок. Совершенно меняет. Это другое взаимодействие и другие формы работы. Кама, твой опыт, что ты сегодня могла бы посоветовать государству, предполагая, что оно тебя услышит? Что делать? Я совершенно искренне считаю, что все очень просто. И образование и его нынешнее состояние сегодня — это не проблема, а это какая-то фатальная несостыковка. Пока мы варились в разных непонятных процессах, я имею в виду наше государство, да, государство все, наше государство, люди, общество, правительственный, неправительственный сектор. В мире столько всего успели создать за нас. И сегодня мир настолько открыт, что совершенно ничего не мешает нам из этого выбрать самое лучшее. Вообще, для того, чтобы решить проблему
образованности. А что такое проблема? Для того, чтобы воспитать и воспитывать постоянно образованных людей, да, вот максимально. Нужно, мне кажется, два фактора. Вот, ну, на сегодняшний день, да, мы же никуда не улетаем, ни на какую соседнюю планету. Нужно оценить текущее состояние и ресурсы и поставить адекватную задачу на завтра, на послезавтра, на 10 лет и на 20 лет. И просто понимая, что у нас есть, а у нас есть не только государственный бюджет. Сегодня возможности образования – это остатки от возможностей государственного бюджета. Я сейчас не буду говорить, что это остатки после машин, после всего остального, да? Это вообще другая лирика, совершенно неинтересная. Когда мы говорим об образовании и оперируем к Министерству образования, и я в первую очередь говорю это себе, я понимаю, что это совершенно неправильно. Вообще ни при чем Министерство образования. Результаты образования – это результат государственной политики. Что Министерство образования обладает ресурсами или полномочиями формировать государственную повестку. Образование – это наша общая задача. И я вам скажу, что вот на сегодняшний день уже, ну и как мама, и как человек-организатор, да, который что-то попытался сделать, я могу сказать, что у нас то качество образования, на которое в среднем мы как общество в принципе претендуем. И вопросы не к президентам. Сколько мы президентов сменили за 30 лет и министров. Мы попали в этот замкнутый круг, когда мы не образованы как необходимо, и, соответственно, у нас запрос на образование соответствующий. А что, ну, это вот такая как философия немножко, да? А что вот конкретно нужно сегодня предпринять? Это в обязательном порядке внедрить государственно-частное партнерство, сделать его просто, как вот одно время хотели ценз, да, на количество женщин в парламенте, да, это же всегда спорно. Просто в обязательном порядке создать, пусть для начала даже видимость государственно-частного партнерства, потому что из количества потом когда-то произойдет качество. У нас эта идея вообще, в принципе, должна попасть в головы. Нету отдельно какой-то власти, государства и отдельно людей. Так не должно быть, это преступление. И второе, нужно совершенно конкретно сделать расчет. У нас есть количество людей, количество школ и совершенно конкретная материально-техническая база. И мы должны сказать правду. Мы хотим вырастить взрослых людей, среди которых каждый третий мужчина наркоман, как у нас, скорее всего, сегодня, и не только уже мужчин. И мы хотим утопить свое государство. Или мы хотим построить в этом сложном мире действительно независимое, насколько это в мире возможно, государство. В чем правда Мей совершенно? Его пессимизм отражает отношение к образованию в нашем обществе. И несмотря на то, что это достаточно объективно, почему так? Это не потому, что кто-то какой-то плохой, недообразованный, да? Это следствие совершенно конкретных факторов, и так сложилось, потому что до этого были определенные предпосылки, и так не могло не произойти, да? Мы уже, Елена Владимировна, в определенном возрасте становишься уже таким ведуном, да? То есть ты уже понимаешь, что будет происходить. А на самом деле все просто. Я это могу сказать как человек, который, не имея денег, обучал педагогов, который, не являясь ни олигархом, ни даже просто финансово состоятельным человеком, 3 года жил только идеей вот этой, создать новый формат коммуникации детей с воспитателями, учителями, неважно, и другое мышление у педагогов. Это можно сделать, для этого нужно одно – желание. То есть такая цель должна стоять. Вот когда появится такая цель, мы это сразу увидим. По действиям, которые будут происходить, всю систему образования, преобразовать и так далее, я вас уверяю, что можно за 2 месяца почувствовать то, что не происходило 30 лет. Для того, чтобы систему образования и образования в Абхазии возродить, нужно только желание, его пока нет. Спасибо большое, спасибо за ваше участие, за ваше мнение и за то, что поделились с нами своим таким бесценным опытом.
Напоминаю, что вниманию наших телезрителей будет представлен цикл круглых столов о роли гражданского общества в развитии нашей страны. Спасибо и до встречи в эфире.